Связано ли повышение цен на овощи и фрукты на рынках с коронавирусом в Китае? Какое влияние оказывает вспышка вируса на экономику российских регионов? И может ли ситуация в перспективе создать определенные риски для международной торговли и повлиять на темп экономического роста? Об этом мы поговорим сегодня с руководителем Центра стратегических исследований при главе Якутии Игорем Николаевым. Игорь Иванович, здравствуйте. Эксперты в сфере экономики склонны пока оценивать влияние, скажем так, коронавируса на экономику России незначительным, но все же каковы последствия на данный момент? По нашим оценкам и по оценкам тех экспертов, чье мнение мы изучали в рамках своей аналитической работы, действительно, на настоящий момент влияние коронавируса на экономику России незначительное, но Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и там уже наблюдается достаточно существенное, до 20% снижение потребления нефти. Соответственно, цены за баррель уже снизились на несколько долларов, и по тем прогнозам, которые существуют, возможно дальнейшее снижение. Но по большинству оценок влияние коронавируса на китайскую экономику будет ощущаться максимум до конца весны. Скорее всего, благодаря тем эффективным мерам, которые уже предпринимает китайское правительство, влияние коронавируса на экономику Китайской Народной Республики будет не таким значительным. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что по целому ряду сырьевых товаров действительно происходит снижение. В частности, снижаются цены на уголь, но, тем не менее, до этого происходили, как, наверное, всем известно, масштабные пожары в Австралии, которые вызвали существенное повышение цены на уголь. И сейчас можно говорить скорее о коррекции цены. Она действительно снизилась, но был эффект очень высокой базы, поэтому влияние на угольную индустрию, мы считаем, будет не таким большим. Также Китай является крупнейшим в мире производителем золота. И, соответственно, если в Китае будет наблюдаться снижение добычи золота, то это позитивно повлияет на цену на золото. Тем более, что если дальше будут наблюдаться такие пертурбации в мировой экономике, то инвесторы уйдут в золото как в тихую гавань, поэтому по некоторым прогнозам мы ожидаем, что будет до $2000 за троицкую унцию. Сейчас уровень цен это в районе $1500 за троицкую унцию. Напомню, что республика по итогам прошлого года заняла 3-е место в России по добыче золота, и на самом деле здесь у нас много перспективных проектов, поэтому в сфере золотодобычи скорее мы ожидаем положительных эффектов. По газу надо отметить, что, скорее всего, никаких влияний на газодобывающую отрасль республики коронавирус не окажет. Ну, о газе мы сейчас говорили как раз-таки о силе Сибири, получается, да? То есть здесь, в принципе, никаких последствий не должно возникнуть? Да, мы не ожидаем никаких негативных последствий. С этого года сила Сибири должна выйти на свою проектную мощность. Дело в том, что там газ экспортируется, во-первых, по газопроводу, и, соответственно, там есть уже твердые контракты, которые, да, они хоть и привязаны к спотовым ценам на рынке газа, но тем не менее там фиксированные цены, более фиксированные цены, и, соответственно, Китай сам заинтересован, во-первых, в росте импорта российского газа, потому что большая часть Северного Китая до сих пор сидит на угольной генерации, которая вредна для экологии, а в Китае есть мощный тренд на большую экологичность, соответственно, большой запрос на российский газ. И здесь мы не видим никаких больших рисков для наших газодобывающих компаний. Хотелось бы вернуться к рынку товаров, да, вот вопрос еще такой, применительно Якутии, да, самой. Вот наблюдается ли сейчас какой-то дефицит, может быть, овощей, фруктов из Китая, и вот связано ли вот это вот повышение именно с дефицитом, да, который, если возможно, существует, либо все-таки предприниматели умышленно, скажем так, пользуясь вот этим вот моментом, скажем так, завышают цены?
С одной стороны, Китай действительно является крупнейшим экспортером овощей и фруктов на российские рынки, но вряд ли уже сейчас образовался дефицит так быстро, потому что для образования дефицита потребовалось больше времени, поэтому налицо достаточно спекулятивные поведение некоторых, наверное, недобросовестных коммерсантов. Это, во-первых. Во-вторых, как раз можно отметить, что те проекты, которые были реализованы в области продовольственной безопасности, в частности теплица Саюри, как раз и показала свою актуальность. Действительно, нам нужно переходить на снабжение собственными овощами, собственной зеленью. И еще раз, наверное, можно было убедиться, что тот же проект Саюри был реализован не просто так, и в этом был большой смысл. Но некоторые ритейлеры уже заявили о том, что пока Китай ограничил, скажем так, поставки какой-то техники, да, крупной бытовой техники. Какова вообще здесь ситуация, как это коснется гаджетов, цен? Ну, ваше мнение. Здесь большее влияние оказывало те вещи, которые происходили в американо-китайских торговых отношениях. Там американцы вводили санкции в отношении некоторых крупных китайских компаний. Они до сих пор испытывают определенные негативные последствия после этого. На самом деле и китайцы тоже могли ответить американцам. Мы ожидаем, что, скорее всего, американо-китайские торговые отношения будут стабилизированы, и их негативное влияние на мировую экономику несколько снизится. Но ряд вещей, которые предприняло американское правительство, в частности, накладывая крупные санкции на китайские компании, конечно, было, мягко говоря, нерыночным. И, в принципе, противоречили тем же самым ценностям, которые сами американцы проповедуют. Игорь Иванович, если заглянуть в историю ранее, да, подобные вспышки, какие-то инфекции оказывали ли похожие, скажем так, негативные влияния на экономику, вообще мировую, российскую? Если не углубляться в далекую историю, где действительно были масштабные эпидемии, то в современной истории мы можем наблюдать два похожих явления. И оба были как раз связаны с Китаем. Это вирус атипичной пневмонии, так называемый, и птичий грипп. Да, они оказали определенное негативное влияние на экономику как Китая, так и мировую, но нужно отметить, что Китай на тот момент, масштабы китайской экономики в глобальной экономике были меньше современных, поэтому точно оценить, какие будут последствия на настоящий момент, сложно, но эксперты оценивают это в несколько десятков процентов от глобального ВВП. Да, это не так много, но не так мало, но не так много. То бишь говорить о каких-то действительно о том, что эта проблема является серьезной угрозой для мировой экономики, точно не стоит. Все-таки основная часть экспертов, да, аналитиков считает, что все-таки влияние незначительное, да, по их мнению, да, в том числе и Счетная палата придерживается такой же точки зрения, Счетная палата России. И по вашему мнению, насколько вообще продлится вся эта ситуация, насколько может затянуться, и стоит ли ждать того, что ситуация может существенно измениться, и, например, пока незначительно, а потом темпы эти начнут увеличиваться в худшую сторону? Большинство экспертов считает, что ситуация с коронавирусом продлится, ее наибольший пик уже, вероятно, пройден, и ситуация, в принципе, сейчас является контролируемой, еще раз, благодаря тем эффективным мерам, которые предприняло китайское правительство. И, скорее всего, продлится максимум до конца весны, возможно, даже быстрее. Да, конечно, негативные последствия китайская экономика будет ощущать еще в течение нескольких лет, но в целом, вероятнее всего, до конца года уже большинство вещей будут нормализированы. По некоторым оценкам, максимальный урон, который может понести китайская экономика, это в районе 4% от годового внутреннего валового продукта, не больше. А что предпринимается на российском уровне, на региональном уровне? Какие меры вообще принимаются? Что необходимо принять в данной ситуации, применить и принять, да, для того, чтобы минимизировать эти риски? Самое главное, на самом деле, сохранять спокойствие.
Подобные вирусы уже были в прошлом, и на самом деле летальность от нового коронавируса не такая высокая, поэтому здесь, наверное, нужно быть просто более спокойным. Это, во-первых. Во-вторых, те меры, которые российское правительство и наше республиканское правительство уже предпринимают, вполне эффективны. Было принято решение о сплошном мониторинге цен как раз на плодоовощную продукцию. Да, временами имеется завышение, но здесь сложно вычленить именно сезонный фактор. Действительно, сейчас как раз сезон достаточно высоких цен на овощей. Но он нормальный и объяснимый сейчас. Зима, после Нового года, как правило, цены на фрукты и овощи действительно вырастают. Это мы наблюдаем каждый год. И здесь вычленить именно нормальные экономические, общерыночные, да, повышения цены и то, что связано с коронавирусом, достаточно сложно, но тем не менее, те меры, которые предпринимаются здесь, я думаю, более чем эффективны. И, как мы знаем, у нас уже под полным контролем находится весь пассажиропоток из Китая, поэтому проникнуть вирусу в Россию, наверное, будет достаточно сложно, потому что те меры санитарного контроля, которые введены, я думаю, вполне эффективны. Ну, скажем так, в завершении нашей беседы хотелось бы такой еще вопрос задать. Стоит ли ожидать каких-то отдаленных косвенных последствий вообще на мировую экономику? Скажем так, не в ближайшие, даже год, а может быть какие-то десятилетия? Я думаю, самое очевидное это то, что будет еще больше внимания уделяться развитию фармакологической индустрии и биотехнологий, и в первую очередь в самом Китае. И, возможно, как позитивное последствие этого мы получим более эффективные лекарства, которые в будущем позволят без проблем справляться с подобного рода вирусами. Игорь Иванович, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, что о влиянии коронавируса на экономику мы сегодня говорили с руководителем Центра стратегических исследований при главе Якутии Игорем Николаевым. Якутия-24 следит за развитием важных и актуальных событий. Оставайтесь на канале.